Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие посетители, москвичи и гости, приехавшие издалека. Рады всех приветствовать на вечере разговения от кумыкской общины. Сегодняшний праздник дополняется и государственным праздником Днем России, поэтому мы очень рады, что вы проведете этот вечер вместе с нами. Коротко говоря о том, кто такие кумыки, отмечу, что кумыки – 600-тысячный тюркский народ, проживающий на равнинах и предгорьях в восточной и центральной части Северного Кавказа. Это самый крупный тюркский народ на Северном Кавказе и коренной народ в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. И сегодня мы узнаем, какой вклад внес этот народ в развитие исламской культуры, распространение этой религии, а также увидим культуру кумыков в призме ислама. Начнем традиционно со вступительного ролика. Внимание на экран! Священный месяц Рамадан, пронзив мрака ночи вспышкой света, нам дар Аллах вручил Коран, печать последнего завета. Сквозь боль, преграды, смех и страх, передавая откровение, пророк с молитвой на устах нам указал на путь спасения. О ты, священный наш Коран, для праведной души основа, ты нес пределы разных стран величие Божеского Слова. Ты учишь нас достойно жить в таком большом и трудном мире. Ты как маяк, готов светить ориентиром в шторм и штиле. В тебе мудрец найдет совет, поэт отыщет вдохновение. Пытливый ум прочтет ответ, послушный внемлет наставлением. Творец небес, Творец земли, убереги от зла шайтана, и нас, Аллах, благослови на постижение Корана. Месяц Рамадан – благодатный месяц совершенства, прощения, духовного роста и постижения великих смыслов великой книги. Порой мы недооцениваем эту книгу, не уделяем ей должного внимания, не погружаемся в ее глубинные смыслы, а иногда и вовсе забываем. Приглашаю вас в удивительное путешествие по страницам Корана. Настало время открыть для себя Всевышнего Создателя. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم.
Ты знаешь, однажды я задумался над очень интересной темой, которую до конца не осознавал по причине ее естественности для обывательского восприятия. Ты только представь, все, что рождает земля, подчинено людям и даровано им в пользование. Мы ровным счетом не приложили к этому ни капли усилий, но по воле Создателя в течение миллионов лет шел сложнейший процесс формирования природных ископаемых, которые приняли свою завершенную структуру именно когда человечество становилось способным использовать их потенциал. Нефть, уголь, руда, драгоценные камни, горно-химическое сырье – все это хранит в себе земля. Коран гласит: «Васаххара лякум ма фис самавати ва ма фил ард джами'ан мин». И подчинил Он вам все то, что в небесах и на земле. Естественно, мы должны этично использовать эти бесценные дары, не причиняя окружающей среде вред и стараясь по возможности находить альтернативные, более экологичные источники. Согласитесь, что нам кажется, что мир неиссякаем, однако наступит однажды такой миг, когда привычная картина в корне поменяется и вся Вселенная будет готова предстать перед судом Бога. Именно в это время, согласно Корану, земля содрогнется и извергнет всю оставшуюся ношу из своего чрева. Ты представляешь, сколько мы потребляем ежедневно в течение тысячелетий? Но по милости Творца земля все еще будет хранить в себе оставшиеся полезные ископаемые. Мы пришли в этот мир на все готовое, но, увы, далеко не всегда осознаем это. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Дорогие гости, аяуллаху. Каждый вечер в нашем шатре, дорогие братья и сестры, посвящен одному аяту из суры Ат-Таквир. В сура Ат-Таквир Священного Корана, так же как и месяц Рамадан, в этом году содержит 29 аятов, как 29 дней в священном месяце Рамадан. И каждый вечер раскрываются те или иные аяты, каждый вечер раскрывается один аят из священной суры Ат-Таквир. 17 и 18 аяты, они, можно сказать, неразделимы. Эти аяты звучат так. А'удhu билляхи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Валлайли иза ас-ас, вассубхи иза танаффас. В этих аятах говорится о смене дня и ночи. Всевышний Аллах, Субхану Тааля, говорит, когда наступит ночь, и после него, после наступления ночи, наступит утро. Когда Всевышний Аллах, Субхану Тааля, обращает наше внимание на те или иные явления природы, на смену дня и ночи, тем самым Всевышний Творец призывает нас, мусульман, верующих людей, к изучению, исследованию творений Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, чтобы мы вникали в смысл смены дня и ночи в данном случае. И на самом деле вся наша жизнь состоит из смены дней и ночей. Все мусульмане России пережили свою ночь. Этой ночью было то время, когда мусульмане не могли молиться, когда им запрещали поститься, соблюдать свою религию, когда родители, учителя боялись что-то рассказывать о религии, об исламе своим детям, ученикам. Но эти времена, альхамдулилля, прошли. И так же, как и после обычной ночи, наступает утро, приносящее нам свежесть и бодрость, также и после нашей ночи, той ночи, которую пережили мы в своей религиозной жизни, наступает утро, дорогие братья и сестры.
И сегодняшняя программа, сегодняшний вечер, вот эта молодежь, сегодня кумыкская молодежь, которая возвеличивает свою религию, возвеличивает свои традиции, возрождает их и снова придает им актуальность и привлекает к ним общественное внимание. Это и есть, дорогие братья и сестры, наше утро. Это и есть утро нашей религии для наших мусульманских народов, которые проживают в России. Сегодня вас ожидает интересная программа. Сегодня также будет раскрыта тема ночи, которая часто повторяется в Священном Коране. Давайте вместе внимательно будем слушать. Спасибо. Аплодисменты, друзья. Я, с вашего позволения, вас вновь поприветствую. Давайте, поприветствуем аплодисментами друг друга еще раз. Большое спасибо. Действительно, нас сегодня ждет очень насыщенная программа. Хотелось бы сказать о том, что сегодняшний вечер организуется при участии всего кумыкского народа и тех, кому нравится кумыкская культура и кто помнит и ценит вклад кумыков в распространение ислама. А координатором этого ифтара выступила Московская кумыкская организация «Кумуклар». Подробнее о том, как проходила подготовка, расскажет председатель Московской кумыкской организации «Кумуклар» Арслан Хасанлы. Ваши аплодисменты, друзья. Я рад вас всех приветствовать исламским приветствием. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. А также кумыкским. Хош келдигиз, кардашлар. На сцене этого прекрасного шатра я уже второй раз. Но волнуюсь, как и в первый раз. Поэтому прошу вас немножко поддержать и послушать меня. Давайте поддержим Арслана, друзья. Он не так часто выступает на сцене, но делает это крайне хорошо. В этом году, как и в прошлом, мы организовали сбор средств на проведение этого прекрасного вечера. Что хотелось бы отметить, что в этом году вовлеклось еще больше людей. Еще больше людей захотели быть сопричастными к этому прекрасному событию и также почувствовать некое единение. Сбор средств от всего народа мы организовали намеренно. Это является неким таким объединяющим фактором, сегодня очень важным для нас, как для всей мусульманской уммы, так и для отдельных народов мусульман. Желание людей внести свой вклад в этом году было настолько велико, что даже после объявления о том, что сбор окончен, мне продолжали приходить деньги на карту, продолжали звонить люди и просить раздать угощение. Что я очень рад вам сообщить, мы собрали столько денег, что нам хватило на покрытие всех расходов, и помимо этого остаток пойдет на проведение еще 5 ифтаров в 5 населенных пунктах Кумыкской равнины. Мне кажется, это заслуживает аплодисментов, друзья. Я хочу вас всех поздравить с наступлением священного месяца Рамазан. Хочу попросить Господа принять наши молитвы, наш пост и наши благие деяния. Также хочу выразить благодарность организатору этого шатра, Духовному управлению мусульман Москвы. Но прежде всего хочу поблагодарить Всевышнего за то, что дает нам такую возможность. Давайте все вместе поблагодарим Всевышнего и скажем «Альхамдулилля». Я не слышу от вас. «Альхамдулилля». Также хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в сборе. Особенно хочу отметить нашего почетного гостя Ханмурзу Нуруддинова, который внес вклад как и в прошлом году, так и в этом. Также всех наших активистов МКО Кумуклар, волонтеров и, конечно же, всех вас за то, что вы сегодня пришли и разделили этот праздник с нами.
Аллахқа тілеймен тұтқан оразаларыбызны Аллах қабыл етсін. Еткен намазларыбызны, яқшы амалларыбызны қабыл етсін. Зуабыбызны арттырсын, ва біздің дженнет ахлю етсін. Сау болуңыз. Давайте поаплодируем Арслану и поблагодарим друг друга, всех нас, ведь без нас ифтара бы сегодня не состоялась. Друзья, мне бы сейчас хотелось бы позвать на эту сцену также управляющего делами постоянного представительства Республики Дагестан при президенте Российской Федерации Аджиева Дауда Султановича. Под ваши аплодисменты. И пока мы ждем нашего уважаемого гостя на сцене, мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня есть два хэштега: ОРЗ 2017 и Кумыки в шатре. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Слава Аллаху, что мы мусульмане. Слава Аллаху, что мы из общины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Слава Аллаху, что у нас есть месяц Рамадан, что есть ночь предопределения, которая лучше 1000 месяцев, 83 годам жизни она равна. Я хотел бы вам пожелать в этот месяц, он дан не для сжигания жиров, а для сжигания грехов. Будем делать дуа, чтобы у нас были мечети в Москве в шаговой доступности, чтобы у наших детей и внуков никогда не было пропущенных намазов. Вы понимаете, о чем я говорю, это зависит от нас самих. Я хочу также привести один маленький пример. Случайно попал в Стамбул на ифтар. Почему говорю? Желаю вам того же самого. Я не случайно вот также оказался, мне дали слово в Стамбуле на ифтаре, мне дали слово. Когда я сказал ассаламу алейкум, и когда ведущий сказал, что я кумык, видать, мы себя недооцениваем. Насколько это общество преобразилось. Когда они узнали, что я кумык, я сам не ожидал. Они потом все подходили мне, трясли руку. Такое отношение у них, у турков, к кумыкам к нам. Все они хотели поговорить, все хотели, но, к сожалению, и на всех времени не нашлось, но очень сильно уважает. И недавно тоже приглашала турецкая диаспора на свой ифтар. Также хочу сказать, здесь присутствует мой друг, он из Германии, из города Киля, наш земляк, дагестанец. Коротко, в городе Киле руководство города, мэрия организовывает вот такой же шатер, и первый день этот шатер открывает мэр города, чтобы, ну, вы понимали отношение администрации немцев самих к мусульманам в Европе, ну, то, что говорятся, очень уважительные. Вот, и я хочу пожелать вам всем крепкого имана, чтобы мы также часто собирались. Спасибо руководству организации, что пригласили нас, чтобы этот шатер не вмещал всех желающих, чтобы был он побольше и было нас всех больше. Также с Днем России, всех благ, здоровья, всем вам, баракату. Большое спасибо, Дауд Султанович. Друзья, и не крайне на сегодня приветственное слово мне бы хотелось предоставить общественному деятелю, имаму мечети Али Хляс, продюсеру в продюсерском центре Палман Фильм Ибрагиму Махтибекову. Ваши аплодисменты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рад приветствовать вас на этой сцене. Для меня это было, удивился я то, что оказался вот в это время на этой сцене среди вас, среди братьев и сестер, которые находятся в Москве и собрались для того, чтобы открыть пост. Альхамдулилля, что Аллах дает такие возможности нам. Я желаю, чтобы наш Рамазан прошел так, чтобы мы очистились от грехов, чтобы мы стали лучше, добрее, и чтобы наши отношения друг с другом, они улучшались. И подобно тому, как мы готовимся на праздник Уроза Байрам, все знаете, да, что мы готовим свои жилища, дома, наряды, покупаем для того, чтобы лучше выглядеть на празднике Уроза Байрам. И весь месяц Рамазан мы идем к этому, готовимся и внутренне, и внешне, и духовно. И этот праздник на самом деле является одним из лучших праздников, когда люди, даже те, которые поссорились друг с другом, они завязывают отношения, то есть они прощают друг друга. Это праздник, который объединяет народ, объединяет людей. Я хотел бы, чтобы мы потратили этот месяц Рамадан, и также мы сделали, чтобы наш народ, он как бы сближался друг с другом, чтобы края, которые расстилаются от юга до севера, Северного Кавказа,
чтобы они были как одно единое тело. И для того, чтобы мы могли показать себя с лучшей стороны, воспитывая своих детей, свои семьи. И мы, к сожалению, видим, что люди начинают немного опускать руки, когда видят, что у них ничего не получается. Но я надеюсь, что Аллах нам даст силы для того, чтобы наш народ мог показать себя с лучшей стороны. Баракаллах умуклар, которые организовали этот праздник. Салам алейкум ва рахматуллах. Большое спасибо, Ибрагим Агай. Друзья, как мы уже вам говорили, тема нашего вечера — ночь. И мы уже многое услышали о роли ночи в исламе, поэтому давайте теперь коснемся и научной стороны этого вопроса. Внимание на экран. Ночь. Много ли мы знаем об этом явлении, которое занимает примерно половину нашей жизни? О том промежутке времени, когда часть нашей прекрасной планеты погружается в темноту, тишину и безмолвие, а звезды обретают блеск. В исламе ночи отводится особая роль. В священном Коране есть сура под названием «Аль-Лейль» — «Ночь». А в течение года каждый мусульманин может получить больший шанс на прощение грехов и получение Божьей благодати, если он проведет отдельные ночи в мольбе и покаянии пред Всевышним. Это ночи Бараат, Лайлятуль Кадр и Мирадж. Но что таит в себе это прекрасное и таинственное время суток? С точки зрения науки, ночь — очень интересное явление. Ведь она бывает очень разной, что объясняется различными феноменами. В некоторых широтах она в определенный период времени может длиться круглые сутки, а в других не наступать вовсе. Смена дня и ночи происходит из-за вращения нашей планеты вокруг собственной оси. На Земле ночью называют промежуток времени, в течение которого для определенной точки на поверхности планеты Солнце находится ниже линии горизонта. Другими словами, это отрезок времени от захода Солнца вечером до его восхода утром. Поскольку ось вращения планеты не перпендикулярна к плоскости орбиты, длительность ночей изменяется в течение ее обращения вокруг Солнца. Длительность ночного периода для определенной точки зависит от ее широты, наклона оси вращения планеты и угла между осью вращения и направлением на центральное светило, в нашем случае на Солнце. Самая длинная ночь в году в северном полушарии приходится на 21 или 22 декабря, а самая короткая — на 21 июня. В южном полушарии все наоборот. Одинаковая длительность дня и ночи наблюдается во время равноденствий, когда земная ось перпендикулярна направлению на Солнце. Но есть на Земле места, где длительность ночи очень продолжительна. В широтах, расположенных выше полярных округов, можно наблюдать такое явление, как полярная ночь, когда Солнце не появляется из-за горизонта. Длительность самой короткой полярной ночи наблюдается на определенной широте северного полярного круга и составляет почти 2 суток, а самая длинная — на южном полюсе, чуть менее 6 месяцев. На нашей планете существует еще одна удивительная форма ночи, всем известная как белая ночь. Это особое явление природы, наблюдение за которым доступно только жителям северных районов. Это слияние вечерних сумерек с утренними. В период белых ночей не наступает полной темноты. Земля освещается рассеянным светом, то есть лучи уже скрывающегося светила принимаются верхними слоями атмосферы и, частично рассеиваясь и отражаясь, освещают Землю. Ночь в привычном земном виде — явление редкое, нетипичное для большинства планетарных систем звезд. Например, в шаровом звездном скоплении М2, где в сфере диаметром 175 световых лет сосредоточено около 150 тысяч звезд, ночь неизвестна на подавляющем большинстве планет.
Мы перечислили лишь часть небольших фактов о ночи, о которых человечеству известно на сегодняшний день. Многое еще предстоит познать и раскрыть, если на то будет милость Аллаха. Этот великий дар Господа, не менее ценный, чем день, является отдохновением для тела в виде сна и для души в виде поклонения или приобщения к знаниям. Так давайте же проводить это время с пользой. Да, давайте поаплодируем, по-моему, получился очень познавательный, такой чарующий видеоролик. Друзья, мне бы хотелось еще раз, точнее в этот раз позвать на сцену людей, потому что с нами под шатром сегодня представители наших дружественных организаций, с кем Московская кумыкская организация «Кумуклар» активно сотрудничает. И уверен, что они хотят поздравить кумыков и всех остальных, всех наших братьев и сестер с этим праздником. И для приветственного слова на сцену хотелось бы пригласить руководителя ногайской общины Рашида Акказиева. Ваши аплодисменты. И лидера крымско-татарской общины Эдема Умерова. Ассаламу алейкум. Наверное, многие думают, что этот человек 2 раза выходит на сцену. На самом деле я работаю одновременно в духовном управлении мусульман Москвы и одновременно являюсь директором ногайской общины. Но чтобы не затягивать ваше внимание, дорогие братья и сестры, я хочу поздравить от лица на сей раз ногайской общины Москвы и вообще всех ногайцев, поздравить весь кумыкский народ, поздравить всех мусульман с таким священным месяцем, как Рамадан. И хочу буквально пару слов сказать об общине Кумуклар. О ней я узнал недавно, ну, в прошлом году, можно сказать, мы познакомились с Арсланом Хасановым. И вот мне очень тепло на душе и очень радует, что среди мусульман есть такие современные, такие образованные, просвещенные, в то же время уважающие свою религию, свои традиции люди. Дай Аллах, чтобы таких людей было больше, и не только среди кумыков, но и среди других мусульманских народов, чтобы мусульмане всегда были не только набожными, не только религиозно практичными, но и образованными, просвещенными и современными. Спасибо большое. Ассаламу алейкум, аяулы дин кардашларым. Рамазан айыңыз кутлу болсын. От имени Московской общины крымских татар рады приветствовать вас в этом шатре Рамазана. Я хочу сказать несколько теплых слов об этой организации, Московской кумыкской организации Кумуклар. Эти ребята с чистым сердцем, с горящими глазами делают огромную работу. Они сохраняют культуру, традиции, язык кумыкского народа. И не только сохраняют, они ее и пропагандируют в массы. Это настоящие послы доброй воли. Мы вместе сотрудничаем, проводим вместе мероприятия. И я очень тесно слежу за их деятельностью. Могу сказать, что вот сам факт того, что весь вот этот шатер Рамазана сегодня организован действительно всем кумыкским народом, я был свидетелем, как в регионах кумыкские жители разных поселений просто приходили к местным имамам мечети и говорили: вот там будет шатер Рамазан. Мы хотим просто поучаствовать во всем этом. Это вот высокий знак доверия к вам, что ваша деятельность признается всенародно. И с такой молодежью, которая с креативным таким подходом подходит к любой задаче и ставит высокую планку, можно сказать, что у кумыкского народа, иншаллах, светлое будущее. Мы же всегда рады за вас, всегда поможем, всегда подставим плечо. Машаллах. Аллах туткан оразаларыңызны кабул етсін. Аллах бір-бірімізден айырмасын. Қырымлар сіздің болған кумуклар. Сау болыңыз. Большое спасибо за такие теплые слова. После такого количества приятных слов в адрес МКО Кумуклар хотел сказать: фу, машалла, как бы не сглазили. Это я вам, главным организаторам, говорю, чтобы на следующий год вы не сплоховали и сделали это мероприятие только лучше. Друзья, давайте перенесемся все-таки к нашей основной программе.
Следующий номер — это симбиоз кумыкской, исламской тем и темы нашего вечера. Традиционное кумыкское песнопение «Назму», а ночи «Мирадж». Встречайте братьев Абулаковых. Ваши аплодисменты. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كل عالم نبي yetişkin 40 yaşına peygamberlik tacın Allah salgan başına Peygamberlik berilip 3 yıl vahyu kesilgen 3 yıl tamam bolgan son elçilikte berilgen Cavhar yemi kalamlı balday tali manalı Cebrail'ni yiberim Kur'an'ı yetiştirgen Peygamberlik berilip 10 yıl bitip 3 aydan Recep ayını içinde Resul Mi'raj'a çıkan Ölgünçege dünyada bir Allah'ını göregen Daracanı Ahmet'ten özge can'a vermegen Giymege halat bergen, mimmege burak bergen Ahmet'ni alıp geldi, Cebrail'ni yibergen Resul burakka minip Mekke'den yürügeller Bir az zamanda getip Aksa'ga yetişkeller Aksanı mescidinde barida peygamberler Habibullah bargınça cıyılıp da bulgallar Allah'tan amru bulan barısı da yaraşıp Habibni imam etip şonda namaz kılgallar Şondan kökke yetegen altın batqış salıngan Göz yumup açqınçağa köklerden ötüp bargan Kökteki malayikler cennetten huru kızlar Habibullah geledip marhabaga cıyılgan Arşqa barağan Habib qonaqlıqqa çaqırıb marhaba deb aytqanlar barısı da qıçırıb Barıda haşıq bolup qarağanlar Tohağa köklerden ötüp barğan Sidratul Muntahağa Cebrail şonda qalğan sen yaxşı yolga bar deb şundan ağıyağına özün yalnız yürü deb Habib aytqan hey dostum Allah'ını da amini şundan yerli de yetip yalnız qoyasan meni Cebrail aytdı şunna bite de meni yerim Şundan bir abad alsam yerimde erir edim Resul raf mingen yalnız nurge çomulga raf etip Resul'nu arş-ı rahman'a salgan Habib arşta acayip ulu işler görgende Akılın taygan yemek halı alışınğanda Şu Habib yebansında vahşatlığı taysın dep Çinkte tarılı yerde akıldan taymasın dep Abu Bakar dostunu suratın şonda görgen Şonu tavuşu bulan Allahu salam bergen Sen hoş geldin dostum dep şonu yemek soraşkan Resul şondan ayıkkan akılın esin ceygan Perdevleri göterilip Allah'ın ayan görgen Qaba qavsayga barıp Allah bulan söylegen Şu yerde ümmetine 50 namaz borç etken Barıda arkallanı bayan etip bildirgen
Meni zayıp ümmetim göterip olmaz degen beş namazdan özgesin taydırıp yengiletken 40 günlük yol Makka'dan Aksa mescitke yetip göz yumup açkın çağa yetti de kökten ötüp Geçe bulan yetişken kop ayağlı konağım Seni de razı etip hali yola salayım Seni muradını ait men şunu bittireyim Ne savgatını söysen de şunu sağa bereyim Meni yaratkan halık bari halını ma'budu Men fakir miskin kulu adamını da mavludu Cebrail'ni yiberip sen yanına çakırdın Dostum deyip de kaçırdın tamam şu konaklığın Ama seni yanında men gelgen dep eşiter Meni zayıp ümmetim bir savgat umut eter Meni dostum Muhammed bari da halka rahmet Men borç etken beş namaz şodur şolağa savgat Seni yemek elçiden men yibergen amanat Vere amanatıma olmasınlar hıyanat Allah'ını da bir etip seni de hak etkenden Men şondan geçermen dep Allah'ı aytti degen Kadir Allah yaratkan bari alamını görüp Aşayıp ilmulardan kökreginde toturup Allah bulanda söylep gözü bulanda görüp Aşta konakta bulup savgat salamda alıp Tura saynağa bargan Musa'dan da taz gelgen Töşegi soğuğança Makka şaharga gelgen Kim söyse ol Rasul'dan kıyamet gün Şefaat salavat salsın bugün Atın eşitken sahat Mevlaya salli ve sellim daiman abadan ala habibike hayril halqi kullihim Mevlaya salli ve sellim daiman abadan ala habibike hayril halqi kullihim Allahümme salli ve sellim ve barik Давайте поблагодарим братьев Абулаковых. Друзья, на самом деле, как я уже говорил, 600 тысяч кумыков. Здесь лишь малая часть под этим красивейшим шатром. Но в данную минуту многие кумыки с регионов желают попасть к нам в шатер, но, к сожалению, не имеют такой возможности по тем или иным причинам. Но, несмотря на это, они позаботились, они подготовились и отправили вам небольшой сюрприз с теплыми пожеланиями и поздравлениями. Внимание на экран. Assalamu alaikum. Moskova'da yaşayan umuk Müslüman cemaatler. Biz sizin bugün siz kurgan iftarga onvarilgan çatırmılan kutlaybiz. Sizinle sizin çakırığınızga gelgen başka milletlerinde şu üstümüzge gelgen sihirli Ramazan ayı bereketli olsun ya Allah. Şu işini kurmak için sizge kömekleşken tilmulan, kolmulan, malmulan etken adamların sadakaların Allah kabul etsin. Biz Dağıstan, Müslüman, umuk millet bek razıbiz, şatbiz, siz etegen işlega razıbiz. Dağda şuley milletini, Müslümanlarını birleştiregen işlerimle meşgul olmağa sizge Allah tavfik versin, güç versin. Bittirme süyemen beni
sözlerimni Peygamber Aleyhissalatu Vesselam etken duamılan Allah bizge şu Ramazan ayını salamat koy, Ramazan ayıga bizim salamat koy, şu Ramazan ayında etilinigen yakşı amalları bizni kabul etip al Allah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu alaikum ayağlı din kardeşlerim. Ben de şunda bizim ağayımız sizin kutlagan son, hıyli sözler aytkan son, ben de süyemen sizin kutlamağa şu ulu oraza aylarından, süyemen barakalan bildirmeye şu yaşağa, şu çatırını kurgan, barınızda Allah kabul etsin, tutkan orazalarınızı, etken namazlarınızı, barda etken yaxşılıklarını yaşağınızda Allah sizge kabul etsin. Esenle amanna kalınız. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu alaikum. Men kullama şeymen barda bizim Müslüman kardeşlerimizni bu gelgen sili ayımız var Ramazan ayımlan. Umutlanı cemiyet kurumu etegen iftar çatırını barda umuk cemiyetin kullama şeymen şolay bir bolup jıylaganga barda halkka gelip ortalıkçılık etegenlege barda jıylagan adamga barakalla bilindiremen. Şu Ramazan ayını barda orazalarınızı, dualarınızı, namazlarınızı Allah kabul etsin sizin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Давайте, друзья, так поаплодируем, чтобы они нас услышали. В Дагестане... Нет, они так нас не услышат. Давайте еще раз им поаплодируем очень громко за такие теплые слова. Вот. Вот так они нас точно услышат. Друзья, вы знаете, у нас сегодня планируется викторина из 10 вопросов. 5 из них будет на кумыкскую тему, и ответы вы сможете услышать в ролике, который мы вам в последующем покажем. Поэтому смотрим, слушаем внимательно, потому что за викторину положено получать подарки. Внимание на экран. Кумыки издавна исповедуют ислам суннитского толка. Большая часть придерживается норм шафиитской правовой школы, а остальные – последователи ханафитского мазхаба. После утверждения ислама среди кумыкских правителей и подвластного им народа, кумыкские шаухалы стали распространять ислам среди горцев Дагестана и Северного Кавказа. О значительной роли кумыков в распространении мусульманства венгерский ориенталист Армении Вамбери писал следующее. Кумыки, являющиеся культурным народом Кавказа, принявшим ислам в Средневековье, среди языческих жителей играли роль мусульманских культур-трегеров. Многие кавказские народы находились под их влиянием, переняв их язык, обычаи и религиозным делам обучаясь у кумыков. Тем не менее, кумыки не перестали нести свет ислама по окончании Средневековья. Много сынов Кумыкии были мусульманскими миссионерами, посвятившими свою жизнь служению религии Аллаха. Давайте вспомним от них из самых ярких деятелей и ученых-богословов нашего народа. Шейх Султан Мут Индирейский. Султан Мут был талантливым полководцем, умелым политиком и организатором. В юности получил обычное для того времени военное образование и приобрел знания в области богословских наук. Он был глубоко верующим человеком и в 1636 году совершил хадж. При нем Индирей стал средоточением богословской науки, откуда миссионеры несли знания об исламе по всему Кавказу, в том числе языческим племенам Чечни, кабардинцам и карачаево-балкарцам. Он усиленно вводил законы шариата, так как понимал, без них создать сильное государство, объединив множество разных этносов, невозможно. Багдад Али. Ученый, богослов и поэт, принимавший активное участие в политической жизни Дагестана, находясь в должности кадия в Тарках.
Помимо арабоязычных стихов, трактата на арабском языке по морфологии персидского языка и труда по мусульманскому праву шафиитского толка, Багдад Али был и автором ряда стихов суфийского содержания на старокумыкском языке тюрки. Ташаф Хаджи Индирейский. Мусульманский богослов, кумыкский и чеченский военачальник XIX века наиб имама Шамиля Ташаф Хаджи, подобно султан-муту Индирейскому, посвятил свою жизнь распространению и укреплению ислама на территории Северного Кавказа. Он известен не только как способный военачальник, который наводил ужас на врагов, но и как автор более десятка прозаических и поэтических произведений религиозного характера на арабском и кумыкском языках. Работы Ташафа Хаджи говорят о его обширных познаниях в языке и грамматике, литературе адаба и стихосложении, исламских преданиях и фикхе, а также свидетельствуют о широкой эрудиции в самых разных областях богословия, суфизма и истории литературы. Абдурахман Какашуринский. Богослов Абдурахман Какашуринский получил образование сначала в медресе, а затем лично у разных алимов, специалистов по мусульманскому праву в Дагестане и Шерване. Завершив образование, он работал кадием, судьей в нескольких селах. Общеизвестно, что в богословских науках он достиг высокой степени шейха шариата. Абдурахман был очень смелым человеком. Он всегда стоял на стороне бедного народа и осуждал все власти духовенства, невежество, коррумпированность и распущенность некоторых своих коллег. Шейхамад Кади из Эрбели. Известный поэт, переводчик и религиозный деятель Шейхамад Кади работал кадием в нескольких селах и одновременно издавал немало религиозной литературы на кумыкском и арабском языках, а также приложил много усилий для становления кумыкской литературы. Чтобы показать его неуемную работоспособность, достаточно сказать, что за 10 лет Шейхамад Кади подготовил и издал более 30 книг, в среднем по 3 книги в год. Некоторые его книги – это перевод на родной язык трудов арабских, аварских, татарских и других тюркских ученых. Шейхамад Кади писал простым, доступным языком, а его труды пользовались такой популярностью, что приходилось их по нескольку раз перепечатывать и переиздавать. Он так мастерски переводил с других языков на родной, что эти книги становились частью кумыкской литературы, религиозной культуры и были близки народу. Дыдымов Абдул-Вагаб из Аксая. Шейх Накшбандийского тариката с 1904 года, основатель Аксаевского медресе, родился в семье зажиточного уздена Атая Хаджи Дыдымова, благодаря усилиям которого получил высшее духовное образование, превратил селение Аксай в крупнейший в Терской области центр по изучению и преподаванию ислама и арабского языка. Имел до 5000 последователей мюридов в Дагестане, Чечне, Кабарде. На свои средства в начале 20 века он открыл Аксаевское медресе, где преподавали такие видные ученые и просветители, как поэты Нухай Батыр Мурзаев, Манай Алибеков, Абдурашид Арслан Мурзаев, приглашенные преподавать Гусейн Хаджи из Бахчисарая, Исхак Хаджи из Казани, Абу Супьян Акаев из Нижнего Казанища. Ученикам, помимо теологических дисциплин, преподавали историю, математику, географию, другие светские науки, обсуждали текущие политические события, происходившие в стране и в мире. Абдул-Вагаб был благотворителем. Он реставрировал Джума-мечеть и построил центральную улицу Таш-Орам и мост через реку Аксай. По его инициативе и непосредственном участии было открыто медресе в селении Дылым в Салатавии, ныне Казбековский район. Мустафаев Абдул-Басир Хаджи из Нижнего Казанища. Известный ученый, арабист, религиозный и общественный и политический деятель Мустафаев Абдул-Басир в 1919 году был назначен шейхуль-исламом Дагестана. Также он был председателем шариатского суда. Акаев Абу Супьян Акай Кадиевич.
ученый-богослов, поэт и издатель, и один из основателей первой исламской типографии в Тимирхан-Шуре. Он закончил несколько медресе, где изучал арабскую грамматику, юриспруденцию, хадис, риторику, логику и другие науки. Высшее исламское образование в течение 6 лет получил в селе Сагратель. В возрасте 28 лет написал книгу о логике «Хавлят аль-Усуль» на арабском языке. Он снискал славу и уважение у народов Дагестана и всего Северного Кавказа, не только как признанный знаток законоположения шариата, но и как ученый-тюрколог, педагог, публицист и общественный деятель. Ему принадлежит особая роль в движении по реформации ислама в Дагестане и в мусульманском просветительстве, как единомышленнику и последователю известных в мусульманском мире деятелей Мухаммеда Абдо, Рашида Ризы, Исмаила Гаспринского, Каюма Насыри и других. Создал первую на Северном Кавказе новометодную усуль и джадид по европейскому образцу школу, издал первый печатный букварь и учебно-методическое пособие на кумыкском языке, грамматическое пособие по арабскому языку, серию многостраничных словарей. Ильясов Ильяс Хаджи. Закончив сначала медресе «Мир и Араб» в Бухаре, а затем Исламский институт в Ташкенте, Ильяс Ильясов продолжил учебу на факультете шариата в университете Аль-Асхар в Каире. Был заместителем муфтия Кумыкского духовного управления мусульман, затем имамом Центральной мечети Махачкалы, советником председателя правительства Республики Дагестан по религиозным вопросам, заместителем председателя Комитета правительства по делам религий, проректором по учебной части Исламского университета имени Аш-Шафии и имамом мечети Сафара в Махачкале. Ильяс Ильясов известен своими полемическими работами, посвященными в основном критике ваххабистской оппозиции. Свободно владея арабским языком, он подготовил и издал перевод части Корана с комментариями на кумыкский язык. Шейх Мухаммад Мухтар Бабатов, Кахулайский. Богослов и просветитель Мухаммад Мухтар в 1989 году был избран муфтием Северокавказского духовного управления до его разделения на региональные муфтияты. Работал имамом в поселке Тарки, а затем в Кехулае. Благодаря своей высокой эрудиции и образованию ему удалось завоевать религиозный авторитет и помочь в разрешении многих конфликтов. Он заложил новые подходы изучения просветительской стороны ислама, что послужило распространению религии в молодежной среде. Кехулайский шейх знал, как находить общий язык с людьми. Он не конфликтовал ни с одной из противоборствующих сторон дагестанских мусульман, а наоборот, старался взаимодействовать с ними и налаживать диалог между ними. Мухаммад Мухтар был интернациональным духовным наставником для многих. Он проповедовал на кумыкском, но послушать его проповеди съезжались со всего Дагестана и из других республик. Среди его последователей были как кумыки, так и даргинцы, лакцы, аварцы и представители других северокавказских республик. При нем многие мусульмане смогли получить возможность отправиться в хадж. Это далеко не полный список кумыкских ученых-богословов и просветителей, о которых можно говорить часами. Да будет доволен ими Всевышний, и да примет Он их благие дела и сделает обитателями райских садов. Ну и, как я обещал, у нас сейчас будет викторина. Я надеюсь, что вы очень внимательно сейчас смотрели этот ролик, потому что он вам очень сильно поможет. Мне нужны будут, наверное, да, вот друзья, которые мне помогут, будут ходить с микрофонами, и я попрошу, Джамбул, наверное, тебя, чтобы ты вместе со мной, ты меня слышишь? Чтобы ты вместе со мной смотрел, и ребята, которые, да, с микрофонами, кто, может быть, первый поднимет руку касательно руки. Друзья, давайте не выкрикивать, если вы знаете ответ, просто первыми поднимайте руку, к вам бегут ребята с микрофонами, вы отвечаете и получаете свой подарок. Ну что, начнем? Если да, давайте поаплодируем. Значит, начнем. Сейчас вам будут показаны слайды. Это не единственный экран. Я прошу заметить, что есть еще 2 экрана справа и слева от вас. Поэтому имейте в виду, чтобы не мешать. Я отойду, друзья.
можно... Да, что это за мечеть, где она находится и что за значимое событие в ней произошло? Так. Есть рука. Тогда подходи, даже не спрашивай. Друзья, все внимательно слушаем. Это мечеть Баки. А можно музыку чуть-чуть потише, потому что не слышно? Баки мечеть. В Медине. Я просто... Можешь громче, если можно, микрофон? Мечеть Баки в Медине, где проходил Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям и встретил двух мальчиков. Еще не было мечети там. И здесь образовалась первая мечеть в Медине. Я боюсь, что это неправильный ответ, но давайте все равно мы поаплодируем. Вот еще одна рука тянется вот там. Я обязательно прочту правильный ответ, если вдруг вот там вот есть рука, кто поможет. А, вот, все, идут. Друзья, пока пробираются сквозь стульчики к человеку... Нет, я потом вам напомню. Это Масджидуль Кыблатейн в Медине. Две кыблы. Да, это правильный ответ. Давайте поаплодируем, друзья. Мечеть двух кибл. Эта мечеть имеет важнейшее и уникальное в своем роде значение в истории ислама. В этой мечети к посланнику Аллаха, да благословит его, пришло откровение о перемене киблы к благородной Каабе, хотя ранее киблой был Бейт-уль-Мукаддас в Иерусалиме. Это единственная мечеть в мире, которая имеет два михраба как свидетельство об этом важном событии. Ну что, поехали дальше. В каком городе, по преданию, родился пророк Ибрахим? Вот я вижу руку. Одну я точно вижу, вторую тоже потом увидел. Давайте сначала. Вот молодой человек. Ассаляму алейкум. Это город Ур. Он находится недалеко от Вавилона. Все правильно. Ваши аплодисменты. Это верный ответ. Вы получаете свой подарок. Друзья, сейчас посмотрим. Давайте все вместе на слайд. И кто мне скажет, какое слово здесь пропущено? Вот сейчас мне надо будет очень быстро, чтобы я определил. Вот рука первая, я вижу. Да, увидел. Да, вот молодой человек на последнем ряду, но не по значению, в последнем. Ассаламу алейкум. Приобретайте знания от колыбели до могилы. Все правильно, аплодисменты, друзья, вы получаете свой подарок. Это правильный ответ. И следующий вопрос. Какому выдающемуся ирландскому драматургу принадлежат следующие высказывания? «Я всегда с большим уважением относился к религии Мухаммада из-за ее высокой жизненности. Это единственная религия, которая, на мой взгляд, обладает способностью адаптации к изменяющимся условиям жизни, что, без сомнения, может понравиться людям любого возраста. Я изучил его жизнь. По-моему, он удивительный человек. Уж никак не антихрист, напротив, его можно называть спасителем человечества». Вот тянется рука. Салам алейкум. Я не знаю, конечно, что он говорил, но мне кажется, это Бернард Шоу. Все правильно, это и есть Бернард Шоу. Ваши аплодисменты. Если я вдруг не уследил за доли секунд, чья рука была быстрее, я прошу меня простить, потому что я не успеваю. Мне нужно прочесть и вопрос, и ответ, и увидеть ваши руки. Друзья, следующий вопрос. Я уверен, что у вас еще есть шанс. У нас еще целых 6 вопросов. Какое животное упоминается в суре Аль-Анкабут? Вот руку. Да, вот первая рука была. Паук. Все правильно, это был паук, аплодисменты. Поехали дальше. Друзья, теперь давайте вернемся к видео, которое мы вам показывали. Внимание, вопрос. Какой кумыкский богослов за 10 лет подготовил и издал более 30 книг, в среднем по 3 книги в год? Вот была рука, точно, я это видел. Да, вот молодой человек в клетчатой рубашке. Друзья, пока идет микрофон, я хотел бы напомнить, что у нас сегодня есть 2 хэштега Ораза 2017 и Кумыки в шатре. Я все правильно сказал? Да, я все правильно сказал. Давайте этим хэштегам тоже поаплодируем. Будем выкладывать фотографии в социальные сети. Придем сегодня домой и будем смотреть эти фотографии с нашего прекрасного вечера. Да, ответ? Саламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Шахамат Кади. Все правильно.
и был он родом из Эрпили. Ваши аплодисменты. Еще один вопрос отгадан. Поехали дальше. Кто из шейхов имел до 5000 последователей и основал Аксаевское медресе, где преподаватели, приглашенные Гусейн Хаджи из Бахчисарая и Исхак Заджи из Казани и Абу Супьян Акаев из Нижнего Казанища? Только что был... Вот, есть рука. Есть рука. Только что был видеоролик. Даже я это помню, несмотря на то, что у меня есть все ответы. Погромче, если можно. Абдулат. Все правильно. Дыдымов Абдул-Вагап из Аксая. Аплодисменты. Ну что, поехали дальше. У нас осталось 3 вопроса, поэтому, внимание. Кто из кумыкских духовных деятелей создал первую на Северном Кавказе новометодную по европейскому образцу школу, основал первую исламскую типографию в Темирхан-Шуре, а также был единомышленником и последователем Мухаммеда Абдо, Рашида Резы и Исмаила Гаспринского? И вновь есть рука. Да, вы следите, потому что в момент вопроса уже мог быть ответ, поэтому... Абу Суфьян Акаев. Правильно, аплодисменты. Это был Акаев Абу Супьян Акай Кадиевич. Так, у нас еще 2 вопроса. При ком Эндирей стал сосредоточением богословской науки, откуда миссионеры несли знания об исламе по всему Кавказу, в том числе и языческим племенам Чечни, кабардинцам и карачаево-балкарцам? Вот есть... понял. Султанмуд Эндиреевский. Все правильно, шейх Султанмуд Эндирейский. Ваши аплодисменты. И у нас остался последний на сегодня вопрос, поэтому внимание. Какой кумыкский и чеченский военачальник 19 века, автор более десятка религиозных произведений на арабском и кумыкском языке, так же как и шейх Султанмуд, посвятил свою жизнь распространению и укреплению ислама на территории Северного Кавказа? Да, есть рука, есть еще одна рука. Да, вот друзья мои, некие секунданты мне помогают, вроде говорят, что здесь была рука первая. Ассаламу алейкум. Ташам Хаджи. Все правильно, Ташав Хаджи Эндирейский. Ваши аплодисменты. Друзья, осталось совсем немного до азана, поэтому хотел бы я перед этим для вас включить видео о том, что же такое кумыкская организация Омухлар. Поэтому внимание на экран. Московская кумыкская организация Комуклар, пожалуй, самая известная из ныне действующих кумыкских структур. Она давно перестала быть просто московской и даже общественной, став институтом популяризации кумыкского языка, культуры и истории. Комуклар была основана как обычная общественная структура, но с годами создала для себя нишу, которой до этого не было, и заняла ее. Цели и задачи организации определены в соответствии с потребностями кумыкского народа быть узнаваемым. Таким образом, Комуклар распространяет кумыкское культурное наследие среди тех, кто хочет узнать больше о других культурах. Тысячи людей открыли для себя нашу культуру и язык благодаря активности организации. Проект «Шатер Рамазана» – яркий тому пример. В этом смысле Комуклар стала тем же для кумыкской культуры, чем является Институт Гёте для немецкой, Центр Юнус Эмре для турецкой или Институт Сервантеса для испанской культур. Но в отличие от вышеуказанных иностранных аналогов, Комуклар часто создает продукты и для самих кумыков. Так, интерфейс социальной сети ВКонтакте был переведен на кумыкский язык активистами нашей организации, и теперь с любой точки мира можно заходить в сеть, включив кумыкский язык в качестве языка интерфейса. Комуклар не является политической организацией, при этом она культивирует приверженность к принципам главенства закона, межкультурного диалога, созидания и взаимного уважения. Именно поэтому наша организация стремится познакомить огромное количество людей с реальным кумыкским менталитетом, выбирая для этого понятный всем язык и культурный контекст.
Кумуклар давно стала площадкой для созидания молодежи. К нам приходят не только кумыки. Наши языковые клубы, где мы помогаем овладеть не только кумыкским, но и иностранными языками, постоянно пополняются обычными москвичами. Ежемесячно у нас придумывают новые проекты. Так, молодые люди и девушки учатся у нас работать, приобретая новые навыки и развивая старые. Кумыки – народ созидания. Кумуклар лишь демонстрирует это качество народа перед теми, кто хочет узнать. Кумуклар стала культурным мостом между кумыками и внешним миром. Практически во всех культурных проектах в России и других странах кумыки участвуют благодаря активности нашей организации. Наиболее точно нашу миссию описывает наш девиз «Силой знаний вперед в будущее». Калам булан келечеги бизге. Уважаемые гости, за 2 минуты до азана традиционная коллективная молитва в исполнении уважаемого Рашида Хазрата Казива. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля сайидина ва хабибина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Allahumma inna nas'aluka fi hadha ash-shahr al-karim fi shahr Ramadan fi hadhihi al-laylati al-mubarakah an tataqabbala minna siyamana wa qiyamana وركوعنا وسجودنا وتثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدنا إخوتنا أخواتنا أقربائنا وأجدادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا فرجته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا يا غفار ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اشرح صدورنا وصدور جميع عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام وإلى خدمة الإيمان والقرآن واستخدمنا في هذا الشأن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تفلح الميعاد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين Месяц на небе опять опростер, свет озарил Божий храм, двери открыл долгожданный шатер, значит пришел Рамадан.
дышит иман. Рамадан, благодати фонтан. Принят. Сегодня, по-моему, был замечательный день, было замечательно проведено мероприятие «Шатер Рамадана». Друзья, мне бы хотелось напомнить опять же про наши хэштеги «Ураза 2017» и «Кумыки в шатре». Как бы мне, конечно, не хотелось отрывать от приема пищи, мне бы хотелось пригласить на эту сцену наших друзей нашей организации «Кумуклар», руководителя комитета по делам молодежи фонда «Эль-Брусоид» Юсуфа Джапуева. Также под ваши аплодисменты. Салам алейкум, бағалы қарындашлар кешілер. Я в первую очередь хотел извиниться, что опоздал немного. Такое у меня бывает часто почему-то. Я рад быть вместе сегодня с кумыками. Кумыки не безразличны для карачаево-балкарцев. И спасибо Московской кумыкской организации «Кумуклар» за то, что у нашего фонда «Эль-Брусоид» теперь есть возможность контактировать с кумыками на высоком уровне. И пусть Всевышний примет ваш пост. Вас всех с праздником, братья и сестры. Большое спасибо. Вы можете не отвлекаться от приема пищи, просто кушайте и слушайте то, что я вам буду говорить со сцены. Вы знаете, на самом деле очень символично получилось, что наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, родился ночью с воскресенья на понедельник, именно 12 числа 3 месяца Раби Аль-Авваль. И сегодня у нас понедельник 12 числа, но, правда, июня. И мы решили вспомнить любимца Аллаха песнопением на кумыкском языке о рождении пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. И вновь, братья Булаковы, на сцене под ваши аплодисменты. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله Habibine aminat aylı bolğan Haqqlar yetişmeygen alamalardan tolğan Haqqlar yetişmeygen alamalardan tolğan İncil Tavrat'ı okup manasına yetgeller Birbirine barıp şubur kubur etgeller Birbirine barıp şubur kubur etgeller Bu geçeni içinde Barda halını biyi Ananı kursağında Yaş boldu dep aytgallar Ananı kursağında Yaş boldu dep aytgallar Makkanı hayvalları Dörtte yakada qarab Ullu tavuşlar bulan Qıçırışa bolğallar Ullu tavuşlar bulan Qıçırışa bolğallar Ullu suyunçu bizge Axırını payğammarı Ananı qursağında Hali qarar boldu dep Ananı qursağında Hali qarar boldu dep Malayiler köylege Suyunç haber yayğanlar Habibullah qursaqda Toxtadı dep aytğallar Habibullah qursaqda Toxtadı dep aytğallar Şoğar aylı bolğunça Xalqda köp açlıq bolğan Aylı bolğaqdan başlap Xalqa tolu yayılğan Aylı bolmaqdan başlap Xalqa tolu yayılğan Şu Habibni tapmağa Zamanı yox bolğan Oyunu aylanası Malayilerden tolğan Oyunu aylanası Malayilerden tolğan Amina'nın yanına Hür kızlar da gelgen
Aminat tabağan yaş, Rasul bulmanı bilgen. Aminat tabağan yaş, Rasul bulmanı bilgen. Meryem Asiyat gelip, aytkallar hey Aminat. Sen tabağan şu olan, kullu alamga rahmat. Sen tabağan şu olan, kullu alamga rahmat. Meryem eneçi bolğan, Asiyat kömek etken. Cennette sundus gelip, şu yaşa töşek etken. Cennette sundus gelip, şu yaşa töşek etken. Tapmatu hak degende, Aminat susab bolğan. Cennette şarap gelip, içip susabın kanğan. Cennette şarap gelip, içip susabın kanğan. Qardan soğuk sütten ak, baldan natali bolğan. İçmek bulan ağulğa, cennet iyis yayılğan. İçmek bulan ağulğa, cennet iyis yayılğan. Şonu içken sahatta, kıynalmay Habib tuğan. Aşnı yerni arası, tığılıp nürden tolğan. Aşnı yerni arası, tığılıp nürden tolğan. Susaptan yanağan gün, Kavsarından içirer. Kollarımızdan tutup, sirattan da geçirer. Kollarımızdan tutup, sirattan da geçirer. Mevla'ya salli desek, Ahl-i sünde eskirsek, salavatı kop salıp, Rasul'unu suyundursek. Salavatı kop salıp, Rasul'unu suyundursek. Kim suyse ol Rasul'dan, kıyamet gün şefaat. Salavat salsın bugün, atını işitken saat. Salavat salsın bugün, atını işitken saat. Allahümme salli ve sallim ve barik aleyh. Месяц на небе объятия простер, свет озарил Божий храм, двери открыл долгожданный шатер, значит пришел Рамадан. Рамадан нам Создателем дан, Рамадан был ниспослан Коран. Рамадан сердце дышит и